В Москве жена таксиста, в которого выстрелили из охотничьего ружья, через суд пытается наказать виновных. Мужчина уже почти месяц прикован к больничной койке, и его состояние оставляет желать лучшего. По словам пострадавшего, клиент, который якобы и ранил его, является сотрудником полиции, а по делу проходит почему-то в качестве свидетеля. Александр Белогуров выяснил, как такое возможно. Сумахон Керимов уже почти месяц прикован к больничной койке. Мужчина перенес сложнейшую операцию. Вместо кости у него в ноге теперь металлическая пластина. Вот ДДМ 2 раза делают перевязка, тут идет кровь, и вот вся грязь, и пулю вытаскивают, 2 недели пулю вытаскивают, по чуть-чуть, по частям. Керимов рассказывает, работает таксистом и ранение получил, выполняя очередной заказ. Якобы приехал забрать клиента из автосервиса, а тот сразу набросился с оскорблениями, мол, слишком долго ждал. По словам пострадавшего, все произошло вот на этой улице. Якобы со стороны автосервиса на помощь к агрессивному клиенту прибежали его друзья. Причем в руках у одного из них было охотничье ружье. С таксистом завязалась борьба, и в какой-то момент прозвучал выстрел. В тот день Али был одним из первых, кто приехал на помощь к другу. Уже через 7 минут звонит, приезжай, мне ноги стреляли. Пришел, вот с дороги валяется, посадили его в машину, отвез ему. На скорую. По словам Керимова, один из нападавших работает в местном отделе полиции. Якобы его мужчина неоднократно видел в форме. Ксения, жена пострадавшему, сразу обратилась в отдел, чтобы найти виновных. Впрочем, говорит, там ей заявили, мол, сотрудник давно уволен. Я говорю, а почему люди гуляют на свободе? Они мне отвечают, что нет оснований для их задерживать. Мы решили задать несколько вопросов полицейским. В участке заявили, дело сдвинется с места только когда будет сделана специальная экспертиза и станет ясно, насколько сильно пострадал Керимов. Не ко мне вопрос. Я не делаю экспертизу. Моя задача жуликов поймать, злодеев, скажем так. Я ее сделал. Фотография где у тебя? Со слов полицейского получается, что виновники пойманы. Но уже через минуту он спокойно заявляет, они на свободе. У вас еще остались какие-то вопросы? Где подозреваемая? Дом, наверное. Сейчас супруга Керимова собирается писать заявление в прокуратуру и иск в суд. Намерена как минимум требовать компенсации. Впрочем, важнее всего, говорит Ксения, чтобы виновные все же оказались за решеткой. Александр Белогуров, Алексей Федотовский. Экстренный вызов.